Так, уважаемые коллеги, буквально еще 5 минуточек, и мы начинаем наш семинар. Мы ждем тех, кто немножко еще опаздывает, отстающих, и уже сядем организованно и все вместе начинаем. Ну что ж, я думаю, давайте не будем с вами затягивать, у нас уже 5 минут примерно прошло. Для того, чтобы эффективно с вами поработать, давайте уже потихонечку будем начинать. Доброе утро, меня зовут Андрей Евгеньевич Кривошеев, я специалист по обучению образовательной платформы учи.ру. Рад приветствовать и благодарю вас за то, что посещаете и посетите сегодня наш практикоориентированный семинар. Расскажу вам сейчас буквально в 2 словах о том, как мы с вами сегодня будем работать. Проверьте, пожалуйста, не стесняйтесь, вот у нас еще есть 2 компьютера, проверите. Как мы сегодня с вами будем работать? У нас с вами будет сначала небольшая теоретическая часть, в ходе которой я расскажу вам про платформу и ее функции, особенности, затем будет практическая часть и мастер-класс. Давайте сейчас с вашей помощью немножко, я еще могу скорректировать программу. У меня будет к вам всего лишь 2 вопроса. Пожалуйста, поднимите руки те, кто уже был на подобном семинаре от Учи.ру. 1 человек.
3 человека уже были на подобном семинаре в прошлом году, скорее всего, да? Отлично. А вам тоже будет полезно, я расскажу про какие-то новинки, и мы с вами повторим немножко про личный кабинет. И, пожалуйста, поднимите руки те, кто постоянно пользуется платформой, у кого уже есть там свой личный кабинет учителя. Вот. Смотрите, некоторые, наверное, завели его буквально сейчас. Я вот видел, пока вот готовились к семинару, что кто-то прямо сейчас регистрировался. Что ж, хорошо. Значит, тогда у нас с вами будет сегодня полный семинар. То есть те, кто не зарегистрировался, те, кто немножко еще с опаской подходит к сайту Учеру, я все расскажу, все покажу. И потом у нас будет мастер-класс по теме цифровой школы. Ну что ж, думаю, начнем. Небольшое введение. Как я думаю, вы все знаете, у нас сейчас идет на дворе 21 век, эра технологий, цифровизация, компьютеризация, интернет проникает во все сферы и во все годы. Ну, я скажу вам, потому что я сам историк по образованию. Образование, эта сфера, стремилась всегда догнать технологический прогресс и как-то адаптироваться к меняющимся условиям. И вот сейчас, в последние годы, увеличивается разрыв между классическим школьным образованием и ростом развития технологий. У учеников формируется небольшой диссонанс. То есть они дома все, скорее всего, 99% пользуются разными интернет-ресурсами, в принципе, пользуются компьютером, интернетом. И для них это скорее последние годы уходит в сферу развлечений. Школа, которая становится, скажем, таким оплотом старорежимного образования, где они занимаются по учебным пособиям, пока что, к сожалению, не очень хорошо, не очень активно интегрируется в эту цифровую среду. И ребенок начинает немножко не доверять учителю, потому что то, что рассказывает учитель, по сути, любой школьник может найти в поисковой системе в большинстве случаев за 5-6 запросов и все узнать. Поэтому суть нового проекта «Цифровая школа» — это постараться догнать, как-то вот интегрировать цифровизацию в современную систему образования. Как это происходит? Сейчас в России есть несколько образовательных платформ. Одна из них — платформа Учеру, которую я вам сегодня и представляю. Это всероссийская образовательная платформа, выполненная в виде сайта. На данный момент ей пользуются около 3 миллионов учеников, 200 тысяч учителей, и практически в каждом регионе России есть ученики и учителя, которые по ней занимаются. Думаю, конечно, вам не очень интересно слушать в целом данные по России, тогда давайте я вам расскажу данные про республику Коми. В республике Коми сейчас у нас на данный момент занимается 25 205 учеников, те, кто прямо вот занимаются платформой, зарегистрированы, и у них есть какой-то прогресс. Занимаются также 7369 учеников в самом городе Сыктывкаре, где мы сейчас с вами сегодня находимся. И в Сыктывкаре находится 982 учителя, которые активно используют платформу хотя бы раз в неделю в своих занятиях. То есть, видите, платформа развивается, и цифровизация потихонечку входит в наши дома и в наши школы. Почему Учеру является приоритетным выбором при продвижении проекта «Цифровая школа»? Других платформ, таких как Е-класс и некоторых платформ для подготовки к ЕГЭ, в первую очередь нас отличает 2 очень важные особенности, которых нет у других, и которые являются, по сути, многом основой, такими столбами, на которых держится все будущее цифрового дополнительного образования в школе. Первая из этих особенностей — это, в первую очередь, индивидуальная траектория учащегося. Поясню на небольшом примере. Проводился эксперимент, брался курс математики для 2 класса. Какой-то ученик, очень сильный, вот представьте себе такого отличника, которого, скорее всего, вы сами можете отправить на Олимпиаду, он данный курс может прорешать за 2-3 часа. То есть просто вот без перерыва он щелкает эти задания очень быстро, и у него проблем нету. Теперь для сравнения возьмем другого ученика, который менее мотивирован к учебе. Он подобный курс с горем пополам решит за примерно 120 часов. Это иллюстрирует то, что у каждого ученика обязательно есть свой индивидуальный подход. В школе при потоковом обучении
Я тоже был учителем, я вел в школе историю, гуманитарный предмет, конечно, немножко не математика, но я думаю, все из нас с вами понимают, что порой трудно на класс из 30 человек как-то вот потоково дать информацию и тут же проконтролировать лично каждого ученика, насколько он усвоил информацию, где у него какие-то проблемы. Потому что очень часто бывает такая проблема, что ребенок не усвоил какую-то важную часть, но класс уже пошел вперед, и у ребенка тема выпала, запала, и какие-то будущие темы, которые основываются на материале повторения предыдущих, у ребенка уже выпадают, у него не получается, неуспех ребенка тут же ведет к потере мотивации, появляются вот эти вот первые слова о том, что да я вот не люблю этот предмет, он мне не нравится, я его не понимаю, мне он не дается, хотя на самом деле, думаю, все понимают, что если хорошо и интересно позаниматься и как-то замотивироваться, понять можно очень много, на самом деле, из того, что у нас есть в образовании. Таким образом, сейчас, секундочку. Таким образом, индивидуальная траектория ученика, она решает несколько важных задач. Первая из которых это мотивация ученика, во-вторых, это проблема отслеживания успехов ученика учителем. То есть учитель может более, так скажем, тонко, более ювелирно наблюдать за тем, как же ученик идет вперед. И вторая наша главная особенность – это интерактивность и диалог с учеником. Как это построена платформа, то есть наш сайт, выстроен на интерактивной, привлекательной для детей анимированной среде, что, в принципе, у ребенка дает первый, так скажем, кредит доверия. Он не относится сразу же с первого же взгляда к этой платформе как к чему-то скучному, страшному, учебному. Его это привлекает, первый какой-то входной кредит доверия у него уже появляется. Затем, в ходе решения задач, платформа обязательно наглядно показывает ребенку, как это работает. Если класс очень маленький, она ему, например, очень прямо показывает, что вот тебе одно яблоко, вот тебе второе яблоко, посчитай яблоки, 2 яблока. Давайте я вам сейчас не буду тоже теоретически рассказывать, просто покажу на примере из математики до 10 класса, на примере функции, как это у нас реализовано. Диалог с учеником и интерактивная платформа. Давайте посмотрим карточку понятия периодической функции. То есть задание нашей платформы представляет из себя карточки по какой-либо определенной тематике, по отработке какой-либо темы упражнений. Более подробную структуру я вам расскажу, когда мы будем с вами находиться уже в середине нашего семинара, уже на практике. Сверху мы видим задание, цветом выделены разные темы. То есть первое задание, как видите, у нас фиолетовое, это максимально наглядное, оно просто демонстрирует ученику, что вообще мы будем проходить. То есть мы проходим, получается, функции, нам необходимо сделать график функции, чтобы он совпал с собой. Если есть интерактивная доска, это очень удобно, я думаю, будет сделать. И не двигается. Ну, ничего страшного, можно подвинуть так. Ученик берет график функции, двигает, она совпадает сама с собой. Показывается шаг, мы пишем «Готово». И обязательно система ученика хвалит. То есть она показывает, что да, ты все сделал правильно, ты молодец, это великолепно, хорошо. У ребенка тоже это формирует мотивацию продолжать дальше заниматься. Теперь у нас на втором задании уже появляется фоном определения. То есть, чтобы ученик понял, что он только что сделал на предыдущем задании. Про период функции. Теперь он должен уже сам определить. Он видит график функции, и вот нужно ответить, периодична ли функция. Функция периодична? Да, функция периодична. Вот нужно прочитать, при сдвиге на какое количество получается единиц, и график переходит в себя. На сколько нужно сдвинуть функцию, чтобы она перешла? На 8. Бывает. Система тоже снова хвалит ученика и продолжает давать подобные задания, то есть тут уже отрабатывается. Вот давайте сейчас посмотрим систему отработки ошибок. Давайте сейчас попробуем ошибиться. То есть мы играем сейчас модель ученика
который немножко не до конца понял, хорошо, вот он тоже подумает, что пусть эта функция для него тоже будет периодична. И он посчитал неправильно, например, при сдвиге на 6 будет перекрыть себя. Нажимаем готово, и система наглядно показывает, что нет, при сдвиге на 6 она не перейдет сама в себя, и что обязательно, система не исправляет сама за ребенком его ошибку. Она ему дает максимально прозрачный намек на то, где он ошибся. И исходя уже из этого, ребенок должен обязательно сам, это является нашей такой встроенной системой закрепления материала, когда ребенок сам исправляет ошибку, для него это очень важно. Здравствуйте, пожалуйста, приходите, вот у нас есть свободный компьютер, не стесняйтесь. Ребенок сам исправляет ошибку, закрепляя таким образом материал. То есть нажимаем «Нет». И система уже не совсем, она нас хвалит, что хорошо, но при этом, как видите, у нас сверху одно задание, у нас было два пешных задания, одно задание вернулось обратно. Это означает, что система сама на основе своей нейросети определила, значит, у этого ученика есть проблема с определением графика функции, она автоматически накинула ему еще одно подобное задание для оттачивания материала. Это и формирует интерактивность и к тому же индивидуальную траекторию. То есть какой-то ребенок с первого раза все эти задания передвинет в правую часть, что будет означать успешное прохождение карточки, а какой-то ученик будет довольно долго на ней находиться, но поэтому система будет давать ему совершенно разные задания, чтобы он не терял интерес, чтобы он ни одно и то же не понимает. Она будет ему постоянно намекать, показывать и демонстрировать о том, как это все правильно решается. Поговорили о учениках, давайте расскажу вам, чем же это в первую очередь удобно будет для вас. В первую очередь в нашей платформе реализован личный кабинет учителя. Мы с вами сегодня прям зарегистрируемся пошагово. Тем, кто уже зарегистрирован, тоже будет полезно посмотреть новые функции. У нас с этого сентября, с конца августа пошли некоторые обновления функционала кабинета. Тем, кто у нас новенькие учителя, вот просто тоже прошу послушать. Что у нас есть в личном кабинете учителя? В первую очередь, это статистика. Самое основное и главное. Когда вы регистрируете свой класс, вписывая детей в табличку, вы автоматически начинаете отслеживать с помощью системы их успехи. Система вам очень подробно и красиво покажет прогресс всех учеников. Сегодня в конце будет увидеть наглядно. Я вас в конце сегодня разобью на две группы. Одна группа будет работать со мной, как с учителем, вторая будет работать самостоятельно с помощью платформы. И в конце мы посмотрим общую статистику, то есть я вам раздам выдуманных детей, аккаунты, и вы за них порешаете задания, скажем так, побывав в модели ученика. Удобные, очень понятные таблицы. Самое главное, что они интуитивно понятны. То есть для того, чтобы их читать, это вот не какие-то там страшные или сложные экселевские таблицы. Очень наглядные графики, обязательно со всеми пояснениями, подписями, которые показывают вам, как учителю, сколько ошибок ребенок совершил в каком задании. То есть для того, чтобы уже на классическом уроке, где вы используете мел и свое педагогическое мастерство, чтобы вы могли каким-то образом подтянуть уже этого ребенка, зная, что ага, вот тут он прорешал одну тему почти без ошибок, а вот в следующей теме у него пошло подряд там ошибка, там ошибка, там ошибка. Наверное, стоит обратить внимание и помочь системе формировать индивидуальную образовательную траекторию. Потому что в нашем с вами, мне кажется, в ближайшем будущем роль учителя немножко уже будет меняться. То есть учитель будет он уже скорее как тьютор или как ментор для ученика. То есть он будет уже не конкретно учить чему-то, он будет сподвигать ребенка, давать ему, так скажем, канву направления, сподвигать ребенка к самостоятельному поиску знаний и правильной их структуризации. При этом постоянно контролируя этот процесс, со стороны наблюдая, собирая контрольные ответы о том, как ребенок учится искать информацию, потому что с каждым годом, сами, наверное, чувствуете, инфополе вокруг каждого из нас с вами увеличивается, огромное количество информации приходится научиться обрабатывать. И чтобы дети тоже сразу с самого детства умели правильно искать, классифицировать, обрабатывать информацию, это одна из целей для, получается, такого цифрового обучения. К тому же это очень облегчает судьбу ребенка при поступлении в ВУЗ, потому что в ВУЗах сейчас огромное количество, в принципе,
огромное количество программ вузов нацелены именно тоже на самостоятельное обучение студента, когда он решает, получается, что-то сам, делает сам какие-то проекты, организует какие-либо семинары, коллоквиумы и прочее. Какие же у нас есть предметы? Есть среди вас сейчас, послушайте, учителя от начальной школы или никого из начальной школы? Никого. Хорошо. Для начала у нас доступно 4 предмета плюс 5 новый предмет программирования. Для средней школы у нас сейчас доступны полные курсы по математике, русскому языку, английскому языку, и появились получается, с весны прошлого года. И с этого лета новые курсы по другим предметам. Думаю, можете передать своим коллегам, не математикам, что появились курсы там, по биологии, по истории. Они пока на самом деле не очень наполнены заданиями, то есть там еще не очень много карточек, не очень много заданий, но наши методисты и программисты в течение этого года обещают наполнить также программу курса. Геометрия у нас отдельно планируется, пока вот точно не знаю, но какие-то элементы геометрии есть в старших курсах алгебры, там как отдельные темы. Там тригонометрия была, точно помню, в 10 классе. Тригонометрия это развивалась в высшей степени. Хотя как решение задач геометрических. У нас еще в олимпиадных заданиях повышенной сложности есть так называемые метапредметные компетенции, как и решение какой-либо задачки. От ребенка требуются тоже навыки пространственного воображения и прочего. Но как отдельного предмета пока геометрия, в ближайшие, скажем, полгода точно увы, не будет. Давайте сразу с вами перейдем, пожалуйста, порядок вопросов. Давайте, если что-то у вас какой-то вопрос возник, себе, пожалуйста, черкните его на бумажке. И в конце семинара мне по очереди их зададите, потому что у меня очень много сегодня для вас разной информации, в том числе и практические части. Поэтому давайте так потихонечку будем идти по плану. Еще не сказал в самом начале. У меня пока открывается точка регистрации. Я их сейчас пущу вам по рядам, чтобы вы фоном их запомнили. Пожалуйста, укажите здесь свою рабочую электронную почту. Сразу расскажу, зачем это нужно. Ни в коем случае никаких спам-рассылок это не нужно. Это нужно для того, чтобы мы уже после нашего с вами семинара по этой рабочей почте, на которую, скорее всего, вы сегодня зарегистрируете ваш личный кабинет, и на который он уже зарегистрирован, могли через систему посмотреть на ваш прогресс с учениками, и, возможно, если мы увидим у вас какие-то затруднения в пользовании платформой, мы с вами по этой почте сможем связаться и предложить какую-либо помощь, консультацию по платформе. Напишите, да, лучше школу. Раз у нас сейчас такой, я понимаю, тут присутствуют учителя из разных совершенно городов, давайте, да, впишем школу, и мы уже, пользуясь электронной почтой и телефоном, сможем вас уже найти для того, чтобы в будущем подсказать, помочь. Также отдельной нашей гордостью являются онлайн-олимпиады. Я сам однажды организовывал классическую олимпиаду, когда вот есть школьный тур, городской тур, региональный тур. И как же это происходит? Обычно выбирается пул, так скажем, самых сильных учеников, чтобы они не опозорили честь школы. И вот этих самых сильных учеников отправляют на олимпиаду, они уже потом привыкают к этому и постоянно является такая основная команда, которая ездит по олимпиадам. Школьники среднего и более, так скажем, слабого уровня к олимпиадам, как правило, подходят очень редко, потому что понимают, что нас, во-первых, скорее всего, никто и не пустит, и что мы там сможем сделать. Они боятся как-то вот проявить активность, тоже сами подойти к учителю, что можно ли, пожалуйста, на олимпиаду. Есть тоже другие, кроме учерона, онлайн-олимпиады, но у них есть другая проблема, это, как правило, они немножко платные, то есть там есть небольшой хотя бы сбор рублей 30 ученика есть, что тоже создает небольшой порог для участия в олимпиаде. На учеру все олимпиады полностью бесплатные и доступны совершенно любому ученику. Любой зарегистрированный ученик может зайти в любое свободное время, когда идет олимпиада, то есть как она проводится. Сначала 2 недели идет подготовительный тур, там даются 5 заданий пробного тура, любой ребенок может зайти, прорешать эти задания и уже потом принять решение, будет он участвовать в олимпиаде или нет. Затем классические олимпиады, городские, региональные. Ребенок куда-то едет, в другую школу, непривычная обстановка, там, не выспался, еще что-то. Очень много давящих вариантов, которые могут повлиять на успех вообще результата олимпиады.
случае онлайн-олимпиады она идет примерно 2 недели, то есть ребенок в любой из этих дней в ходе олимпиады может зайти в соответствующий раздел и прорешивать, получается, задание олимпиады. И в конце, после того, как он прорешает, нужно будет дождаться конца олимпиады, и в конце подводятся итоги обязательно. И еще проводятся вебинары. То есть разработчики олимпиады, те методисты, которые писали задания, они отправляют в личные кабинеты ученикам уведомление о том, что скоро будет вебинар по такой-то олимпиаде, и можно, если ученик прямо вот в назначенное время зайдет на платформу и откроет вкладку вебинары, он может прямо в онлайн-режиме посмотреть на разбор заданий с методистом, и даже в чате онлайн задать вопрос этому методисту, его что-то там интересует, допустим, по 5-му заданию, он не до конца понял, там оно было очень заковыристое, он может задать. Но если он не успел зайти, ничего страшного, записи вебинаров сохраняются, и можно уже потом просто посмотреть разбор всех заданий, как их надо было решать, какие там есть подводные камни, какие там интересные хитрости, прочее используются при решении. Для младшей школы у нас есть серия олимпиад под названием «Завлики». Для средней школы у нас есть олимпиады предметные с 5 по 11 классам. Есть еще одна математическая международная олимпиада, в ней участвуют школьники из стран БРИКС, так она называется, она БРИКС Maths. Вот проводится, точно сейчас вам не расскажу на ходу, но вроде раз в год она проводится, БРИКС Maths, и позволяет ученикам помериться силами между собой на уже международном уровне. После олимпиады при завершении ученик получает свой личный кабинет, свой портфолио, электронный сертификат, где получает у него баллы, результат. Этот сертификат является полновесным документом, то есть мы обязательно рекомендуем его распечатать и в торжественной обстановке перед всем классом наградить этими сертификатами учеников. И вот давайте сейчас представим, буквально на секундочку отвлечемся, когда вот один из каких-нибудь ваших не успевающих учеников поучаствовал в олимпиаде, потом прибегает к вам и показывает вам свои 25 из 100 баллов, но он так счастлив, потому что он поучаствовал, он попробовал, он посмотрел разбор, у него поднялась мотивация и появился интерес. И, возможно, в перспективе через год-полтора этот ученик выйдет на уровень, и вы уже не будете как-то просто его тянуть, чтобы хоть как-то он там дошел до аттестата в 9 классе, а возможно уже у вас будет замотивированный ученик, которого именно участие в олимпиаде, где его, скажем, приветливо и весьма непоследовательно его оценили, может дать ему хороший такой толчок в ходе учебы. Начать пользоваться легко. Наша платформа представляет из себя сайт, то есть ничего скачивать, ничего устанавливать, какие-то сложные манипуляции с компьютером выполнять не нужно. Все, что нужно, это устройство выхода электронный, это ноутбук, планшет, ну и даже может быть смартфон, если экран большой, чтобы уж не совсем маленький был, и подключение к интернету. Хотя бы, конечно, рекомендуется, чтобы была хорошая скорость интернета, но даже если средняя, если заниматься по модели, получается, 1 урок в неделю, про который я вам сегодня расскажу, то даже низкоскоростной интернет не будет являться проблемой, но об этом я вам позже, сейчас такую вам затравочку дам, но об этом расскажу чуть позже. Теперь я вам расскажу, собственно говоря, про смешанное обучение. Часть информации по смешанному обучению я вам сказал буквально в самом начале, про то, что это современные, скажем, вызовы, скажем, общества должны двигать образование в сторону цифровизации, в сторону того, чтобы оно как-то развивалось, шло вперед. Смешанное обучение ставит перед собой несколько целей, чего должны достичь дети. Во-первых, получение цифровых навыков. Это можно прямо даже записать, потому что эти цели, скорее всего, еще не раз перед вами до 2024 года озвучат какие-то региональные там, и прочие чиновники там, в сфере образования. Это, в первую очередь, получение цифровых навыков. Во-вторых, это получение навыков самостоятельной работы с материалом. И в-третьих, это дифференциация обучения. То есть наличие нескольких форматов
Думаю, все знаете известную поговорку, что лучший отдых – это смена вида деятельности. Она занимается с учителем, то есть практическая работа. Вторая группа учеников занимается с помощью компьютеров на каком-либо образовательном ресурсе, в нашем случае это Учи.ру. И третья группа отдельно занимается полностью самостоятельной работой, уже так, как скажем так, с помощью фантазии учителя. То есть они могут делать какой-то проект совместно, и вот в таком получается случае. Вот, получается 3 станции. Это вот классическая такая ротация станций. У нас немножко она будет реализована чуть-чуть по-другому. Еще есть формат под названием перевернутый класс. Перевернутый класс, он сейчас особо используется в Европе, когда учитель дает ученикам тему на самостоятельное изучение, и они, используя свои собственные ресурсы, ее потихонечку изучают, и потом учитель просто проводит срезы и подсказывает ученикам, в какую сторону им лучше двигаться для того, чтобы лучше усвоить данную тему. Но перейдем к ротации станций. Мы вам сегодня ее предлагаем немножко, так скажем, по нашему формате. Так как у нас с вами уроки длятся по 40-45 минут, 3 станции, которые будут постоянно меняться, это очень быстро. То есть ученики за, там, получается, 10-15 минут особо ничего, скажем, не успеют. Поэтому предлагаем убрать одну станцию, оставить всего 2 станции. Одна станция, это будет станция работы с учителем, то есть делим, например, класс пополам, либо по какому-то любому признаку, как хотите. То есть можете рандомно, случайно определить, можете разбить на группы по успеваемости. Это уже зависит целиком от того, какую именно цель вы преследуете, используя ротацию станции. И вторая станция, она работает с компьютерами. Это решает несколько задач. Во-первых, как я уже говорил, если есть технические накладки с медленным интернетом, у вас класс не одновременно выйдет, у вас выйдет только половина или даже меньше, что снизит нагрузку на сеть, и даже с помощью медленного интернета можно будет комфортно, хорошо заниматься. Также это дает, скажем, один из способов дифференциации, когда у вас остается перед вами только полкласса. Вы сами знаете, что ваше КПД, чем меньше учеников, тем выше растет КПД учителя. Поэтому репетиторство так популярно, так пользуется и так высоко оплачиваем. Потому что когда тет-а-тет занимается учитель с учеником, ученик лучше воспринимает информацию. Когда у вас перед вами сидит не 30 человек, а 15 человек, а остальные пока что сами занимаются своей индивидуальной траекторией, в своем индивидуальном темпе, вы с остальными 15 учениками спокойно уже работаете, вы уже можете уделить каждому из них больше внимания и прямо более подробно обсудить, что Ваня, у тебя такие проблемы, Петя, у тебя вот это вот, Дима, давай подтянем, и все остальные посмотрят, мы вместе с вами подтянем вот это, что у вас троих хромает. То есть уже более дифференцировано, более точечное воздействие учителя с учениками. Как это реализуется? То есть для этого желательно все-таки иметь компьютерный класс в школе, но я думаю, хотя бы один он есть. Здравствуйте, проходите, пожалуйста. Вот тут есть свободные компьютеры, пожалуйста, не прячьтесь на Камчатку от нас. То есть использовать, например, разок в неделю эти компьютеры, даже если их немного, для того, чтобы там проводить такие интерактивные уроки. Если оборудовано планшетами, это просто великолепно, но все-таки немного пока что школ в нашей стране полностью оборудовано планшетами, либо какими-то небольшими ноутбуками, для того, чтобы ученики там занимались. Мы уже, получается, около 1,5 лет пытаемся внедрить такие вот эксперименты. Есть некоторые результаты. Часть результатов вы видите на слайде позади меня. Что же хочу сказать? Мы столкнулись с некоторыми очень важными проблемами, и в первую очередь тоже техническими в плане оснащения школ. Именно поэтому классическая ротация станций натолкнула нас на мысль трансформировать ее в проект «Цифровая школа». Цифровая школа или же один урок в неделю. Я, по сути, вот все, что сейчас вам рассказываю, это потихонечку вас к этому подвожу, к формату один урок в неделю. То есть основа учебного процесса все равно не сильно меняется, потому что цифровое образование, оно не призвано заменить классическое образование, нет, оно призвано его дополнить. Это как получается
Если двухколесный велосипед неустойчивый, добавляем третье колесо, суть велосипеда не меняется, но он уже так просто не упадет. Здесь то же самое, то есть мы ни в коем случае не меняем саму функцию, то есть учитель с учеником все равно будет работать в классе, все равно они будут работать в школе, но какая-то часть небольшая, которую ученики будут порой воспринимать даже как награду, допустим, если какие-то успехи. Один урок в неделю, этого в принципе достаточно. И технически это проще организовать, потому что если в школе есть несколько классов, которые хотят хотя бы один урок в неделю заниматься в каком классе, в классе информатики, например, то им будет куда проще между собой договариваться там, с завучками, либо с теми, кто отвечает за этот кабинет. Ну, в разных школах немножко по-разному административно-хозяйственная часть устроена, так что я не буду какие-то общие вещи говорить, вам самим это яснее куда, чем мне, как с этим работать. По доступности. Думаю, многие уже из вас знают, что у некоторых даже есть стойкое предубеждение, что мы вам пытаемся что-то продать или что-то спалить. Нет, это не так. Для учителей, для школ платформа полностью бесплатная. То есть весь функционал того, что вы будете использовать личные кабинеты, статистика, программы всех предметов, всех олимпиад, задания олимпиад прошедших лет, которые, кстати, тоже можно использовать в образовательном процессе, и лаборатория — это задание повышенной сложности для опережающих программы учеников, для учителей, для школ все полностью бесплатно. Для учеников это организовано похоже, но с небольшим ограничением. У нас есть нормы СанПин, по которым, в принципе, в сутки ребенок должен проводить за компьютером около получаса, желательно не больше. Ребенку дается 20 заданий в вечернее время. 20 заданий — это немало, это, в принципе, укладывается как раз в те полчаса средние, которые ребенок будет заниматься. Ну, конечно, если родители хотят ограничения, объяснять, чтобы ребенок мог не 20 заданий решать, а 60, они могут приобрести курс. Но средняя стоимость курса около 700 рублей в год, то есть представьте, на репетиторов все равно ребенок, если готовится к чему-то, потратит в разы больше. Но это, опять же, мы вас не призываем ничего покупать, это полностью находится не в вашей, не в моей компетенции, это находится в компетенции родителей. Хотят, не хотят. Это уже не так, не нас с вами получается решать. И еще очень важный момент, у нас с этого года обновление, в личном кабинете учителя появилась кнопка «Начать урок». Что она дает? С 8 утра по 4 часа дня, то есть в будни, когда учитель нажимает на своем аккаунте кнопку «Начать урок», всем ученикам, прикрепленным к данному учителю, дается на час полностью, скажем так, неограниченный доступ к платформе. То есть в школе платформа для ученика тоже полностью бесплатная. В школе у него нет никаких ограничений по заданиям. Единственное ограничение — это вечернее время, когда ученик находится дома. То есть в школе ученик тоже занимается бесплатно. Главное, вы как учитель нажмите кнопку «Начать урок», и у вас запустится удобный таймер, который, ну, как раз он у нас организован час. То есть, получается, у нас урок в среднем будет идти по таймеру час на всякий случай, ну, чтобы тут там заранее на перемене нажали, либо вы там как-то последний урок чуть продлили до часа. То есть не ограничен 40-45 минутами, а он 30. Такой стандартный, получается, академический час, 60 минут. Со второй смены, ну, до скольки вторая смена вышла? Когда у них последний урок заканчивается? До 6? До 6. Ну, можно, получается, использовать перевернутый класс, то есть утром вы из дома нажимаете «Начать урок», и они, когда находятся сами дома, они проверяют задания, а вы потом уже их ошибки, то есть они когда пришли в школу, для вас, например, всегда бесплатно, для учителя, они пришли в школу, и вы можете посмотреть их прогресс за утро, что они кому-то решали, и уже с помощью доски разобрать их ошибки, их починить. То есть, ну, возможно, если в будущем будут какие-то подвижки для второй смены, понимаю, да, есть большие школы, которые... Нам лучше подвижки в другую сторону, брать вторую смену. Ну, это, в принципе, да, это такая вот есть проблема. Также у нас на платформе есть курсы для подготовки к аттестациям. Сейчас, с этого года, функция подготовки к ЕГЭ
стала вообще отдельным сайтом, то есть, по сути, это тоже учи.ру, только он называется eg.учи.ру, и там курсы по базовой профильной математике, они полностью бесплатные, то есть там тоже можно заходить, и все задания, соответственно, разумеется, к квалификатору заданий, можно их прорешивать. На платформе у нас остался курс подготовки к ОГЭ, и для 4 классов, очень думаю, будет интересно, можете как-нибудь передать, есть курс подготовки к ВПР. А ОГЭ по математике по новой версии уже А? ОГЭ по математике новая версия или старая? Ну, сейчас еще пока что вот этого получается года, 19 да, но в ходе, получается, осени оно обновится, чтобы ученики уже были готовы к 2020 году по новым требованиям. А ЕГЭ время тоже у детей домашний проект? Там нет, это отдельный сайт, он полностью доступен в любое время суток, он полностью бесплатный. eg.учи.ру. Ну, А это же выходит. вводится. Сразу идет в 11 классе. В личном кабинете. Но это было, да. В принципе, было у нас в старших классах подготовка к ЕГЭ, но сейчас это у нас выделилось еще в отдельный сайт для большего удобства. Обязательно выходить в 11. Нет, мы сейчас с вами не будем никак выходить, просто я на будущее говорю, что в принципе запишите, можно через Google спокойно найти. Результаты, какие варианты они будут решать. Нет, вот, Статистика. на этом сайте, кстати, статистики будет не видно. Это скорее больше как сайт-тренажер для детей. Тут статистика и хуже, но как сайт-тренажер, чтобы дети сами могли бесплатно нарешивать задания в удобном формате, этот сайт им хорошо подойдет. Нет, это сайт-тренажер для них всегда бесплатно, всегда доступный, да. Что, давайте сейчас тогда с вами перейдем к практике. Давайте зайдем на сайт Учи.ру, там, скорее всего, у всех уже открыто. Те, у кого уже есть аккаунт учителя, пожалуйста, входите в него. Те, у кого аккаунта нету, давайте вместе с вами мы пройдем регистрацию. На главной странице выбираем большую синюю кнопку «Регистрация». И выбирайте свою роль. Видите, есть 3 роли: учителя, родитель, воспитатель. Выбираем роль учителя и вводите ту самую электронную почту, которая будет вашим логином для входа. Старайтесь вводить ту почту, которой вы пользуетесь чаще всего, потому что именно вводя эту почту, вы будете заходить на платформу. И придумывайте пароль. Сейчас давайте дождемся, пока все выполнят данный шаг. Буквально 10 секунд. Писали электронную почту, придумали пароль и нажимаем кнопочку «Продолжить». Я думаю, все это выполнили. Переходим дальше. Тут необходимо вписать свои данные, не переживайте. Все эти данные, ФИО и номер телефонов хранятся в России на наших серверах в Санкт-Петербурге. То есть, если кто-то беспокоится за персональные какие-то данные, не беспокойтесь, все хранится на территории Российской Федерации в соответствии с федеральными законами. То есть никуда за границу никакие материалы не уйдут. И вводите ваш номер телефона. Все справились с данным шагом? Справились? Да. Вы выбираете регион, ну, в данном случае это у нас Республика Коми. Выбираете город, разумеется.
и начинаете вводить номер вашей школы. Если же вашей школы вы не нашли, то надо будет, там будет, видите, внизу синяя точка, не нашли свою школу, и там вы пишете основные данные, то есть название и месторасположение, где находится ваша школа. Как получается? Так, вижу, что большинство уже прошло. Теперь попадаем на экран добавления класса. Вы выбираете ваш класс, который вы ведете, например, 7 класс. Букву выбираете. Если нет буквы, нажимаете на синюю надпись, и вы сможете вписать какое-нибудь себе название класса. И выбираете предметы, которые будут прикреплены к данному классу. Ну, в нашем случае это, например, математика. И нажимаете кнопочку «Далее». Теперь вы попадаете на экран добавления учеников. Здесь вам нужно вписать только фамилию, имя и выбрать, скажем, пол ребенка. И логины и пароли генерируются автоматически. Логином для ребенка всегда будет являться номер школы, в которой он учится. Пароль генерируется автоматически. Если же здесь, допустим, сформировалось какой-то пароль, который может показаться обидным, допустим, 13900 корова, можно ребенку изменить пароль, то есть вы сами вводите ему новый пароль, например, молодец 5656, и вот видите, можно изменить пароль, и таким образом у ребенка будет новый пароль. Также вы постоянно их видите, если ребенок или бог забыл, потерял свои пароли, что случается часто, вы сейчас можете ему подсказать его данные для входа. Добавляете таким образом учеников, сейчас можно много их добавлять. После этого необходимо их распечатать. То есть нажимаем кнопку «Распечатать логин и пароли», и система формирует такой вот лист с паролями, он будет вот так вот разлинован. Мы рекомендуем этот лист, тут содержится основная информация, краткая инструкция для ученика и для родителя. Для ученика, как войти на платформу, что ему нужно ввести, чтобы попасть. Для родителя есть код приглашения, то есть когда родитель увидел, что ребенок из школы вклеен в дневник, рекомендуем вклеивать в дневники эти штуки, принес какую-то, скажем, бумажечку от учеру, чтобы родитель не бушевал, что это такое, он вводит свой код приглашения и автоматически прикрепляется к ученику, как его родитель. То есть у него есть личный кабинет родителя, где родитель также может полностью отслеживать успехи своего ребенка по всем предметам. Но, конечно, там не такой широкий функционал, как в кабинете учителя, но для того, чтобы родитель тоже мог участвовать в этом процессе, этого, в принципе, хватает. Распечатываете, разрезаете, вклеиваете в дневники, и, по сути, вы уже выполнили все, что нужно. Уже можно начинать пользоваться платформой. Теперь вкратце про личный кабинет. Это вот основная страница, на нее можно попасть, нажав на красную кнопку «Главное», вверху экрана. Что мы здесь видим? Какие-то основные баннеры объявлений, много чего у нас проходит на платформе, то есть тут какие-то уведомления об олимпиадах и прочем. Вот та самая кнопка «Начать урок». То есть, видите, у вас есть класс, 7В, например, и под ней тут же кнопка «Начать урок». Нажимаете на нее, и видите, пошел таймер, 59 минут 56 секунд. Вы можете, если вам нужно, завершить урок досрочно. И обязательно есть статистика, то есть ваши ученики позанимались в это время, во время урока вы нажимаете сюда кнопку «Статистика», вам вводится удобная таблица о том, что ученики сделали за прошедший период, какие задания они решали. Сразу скажу, что собрать всех в одной теме, скорее всего, не получится, потому что это немножко противоречит основной идее платформы в индивидуальной траектории ребенка. И для этого сделана удобная статистика, чтобы даже не собирая учеников в одной теме, вы могли бы наблюдать за теми успехами, которые они проходят по тем темам, какие им дала сама система. Ну, в рамках их, получается, личной успеваемости. Здесь мы видим панели. Тут будут у нас
рановато проскочил. Блок по предметам, то есть тут будет, например, алгебра, русский язык, если выбрали. Анонс Олимпиады, то есть видите, сейчас там идет пробный тур по Олимпиаде по математике. Отдельный пункт задачи прошедших Олимпиад, то есть всегда можете зайти и открыть детям, показать Олимпиаду. И всегда внизу есть большая зеленая кнопка «Помощь». Если что-то не получается, если вы чувствуете себя по-прежнему неуверенным пользователем ПК и платформы, или что-то вы не знаете, как сделать на платформе, либо забыли, всегда нажимаете сюда и можете спросить нашу техническую поддержку, они вам это подскажут. Либо же есть вариант перейти в раздел вашего профиля, вот в эту точку, своих учителей, которые тоже пользуются платформой, и уже отслеживать не просто только своих учеников. Вы как завуч можете отслеживать подчиненных вам учителей и успехи их детей тоже в сводной такой красивой таблице. Можете ввести, смотреть, у кого что провисает, как лучше с кем поработать. То есть вам уже доступен такой большой контрольный срез данных. То есть видите, у вас на платформе по всем уровням можно посмотреть все статистики. В том числе и статистику учителя, как он работает, получается, со своими учениками. Следующая большая вкладка, важная вкладка «Мои классы». Здесь вы видите те классы, которые вы ввели. Код класса, он фактически пока что вам не нужен, он нужен только в том случае, если, допустим, вы учитель начальной школы, довели класс до 5 и хотите передать его другому учителю с сохранением всего прогресса учеников. Но раз у нас с вами, как я вижу, средняя школа и старшая, нам это не нужно. Вы можете всегда поправить состав класса, заново расставить логин и пароль. Также вы можете, если вы что-то неправильно создали, всегда изменить и вообще удалить класс, либо если вы случайно написали не того ученика, тоже можно все спокойно убрать, удалить. Следующая кнопка «Портфолио». Здесь будут какие-либо ваши дипломы и награды. Если вы и ваши ученики поучаствовали в онлайн-олимпиаде, вам обязательно придет сертификат, благодарственное письмо о том, что вы являлись организатором олимпиады, что ваши ученики в ней участвовали, и тоже вам придет в портфолио электронный документ, который тоже можете распечатать и уже добавить в свою личную папочку портфолио. Тоже это все совсем не виртуально, все это можно использовать и рекомендуется у нас. И кнопочка «Вебинары», где по расписанию будут проходить вебинары. Видите, можно записаться, есть число и время, когда будут проходить вебинары, показано, кто будет проводить. Вот, то есть по Олимпиаде по математике будет проводить методист Сергей Шишков, который разрабатывал эту Олимпиаду. Можно посмотреть, будет, получается, вот даже сегодня в 3 часа, что и как, какие-то разборы. И есть архив прошедших, где можно найти необходимый вебинар и посмотреть его видеозапись. Также новая у нас функция, это функция чата. Вы можете в этом чате, чтобы не писать, допустим, родителям учеников в WhatsApp или SMS, писать сообщение какому-то конкретному классу. Тут также могут переписываться ученики. У вас, как у учителя, есть административная функция. Вы можете, если ученик, допустим, начинает в чате баловаться, вы можете ему на сутки заблокировать возможность написания сообщений, то есть так его забанить. Он сможет только читать. Также в чате будет видно, сколько учеников прочитали сообщения. И можно закреплять, как в некоторых социальных сетях, важные сообщения в шапку, так скажем, чата. Например, если у вас послезавтра будет субботник, вы хотите, чтобы все это увидели, вы пишете информацию о субботнике, закрепляете сообщение, оно висит, и вы видите, сколько учеников, правда, к сожалению, вы не видите, кто именно, но вы видите, сколько учеников его прочитало, и вы видите, что значит, кто-то двое не прочитали, значит, придется все-таки продублировать, скорее всего, информацию по WhatsApp. Но в целом инструмент очень удобный. Ну, вот он у нас новый, пока что мы его тоже продолжаем тестировать. Вот этот час. Где субботний? Нужно будет выбрать
конкретного ученика, и там будет кнопочка «Заблокировать». Также есть кнопка «Пригласить коллегу». Если у вас есть коллега, учитель, который не пользуется учню, можете туда писать его электронную почту, ему придет приглашение, что такой-то учитель приглашает вас тоже использовать учню. Давайте, например, посмотрим какую-нибудь задачку вместе с вами. И на самом деле уже сразу перейдем к мастер-классу по ротации станций по одному уроку в неделю. Сейчас мы с вами как поделимся? Давайте с вами сейчас я вас поделю на две станции. Давайте представим модель, что я учитель, а вы ученики. Поделю на две станции. Те, кто сидит, давайте вот до вот этого ряда, вот. Все, что за моей спиной, это будет станция 1. Те, кто сидят передо мной, вы будете станцией 2. Сейчас работаем в таком ритме. Станции 2. У вас будет 20 минут на самостоятельную работу. Я вам сейчас раздам логины и пароли вымышленных учеников. Вы зайдете в их личный кабинет. Для этого вам нужно сейчас выйти с своего аккаунта учителя. То есть там справа сверху вы нажимаете, сейчас вам всем покажу. Вот здесь вы нажимаете «Выйти» и попадаете снова на главный экран платформы. В логин вводите, получается, две цифры и пароль, который у вас не генерирован. Так, станция 1, которая работает со мной, пока я работаю со станцией 2, у вас есть минутка, чтобы немножко выдохнуть. Так, станция с такой ресурс алгебры, и вас в собственном темпе решаете задание по алгебре. Так, станция 1. Что ж, я теперь возвращаюсь к вам. Станция 1 – это классическая работа с учителем. Разумеется, ваш опыт и ваша фантазия вам подскажет, наверное, больше способов работы с оставшимися учениками, чем мне. Но я вам предложу около 6 вариантов тоже, как можно поработать, получается, с платформой. Ну, я думаю, первый формат совершенно классический и образовательный, то есть, чтобы использовать это на оставшихся учеников, сделать небольшую проверочную работу. Также достроим двойные листочки, и вот это вот все в этом духе. Следующий формат. Можете использовать нашу платформу, порешать с учениками, если, допустим, собрали учеников опережающих, порешать задачки из лаборатории. То есть
Вот давайте посмотрим, как это реализовано. Заходим в предмет. Заходя в предмет, мы видим, есть статистика. То есть вот вы видите прогресс ученика в процентах, фамилию и какую тему он решает, сколько у него заданий решено. Нас интересует раздел программы. Вот этот раздел программы будет у вас, скорее всего, основным. Мы видим здесь линейку классов. То есть вот мы зашли в программу по алгебре или математике, если это младшие классы, вы можете выбрать программу от подготовки к школе вплоть до 11 класса. Нас интересует 7 класс. Слева мы видим большие тематические разделы, то есть буквенное выражение, линейное уравнение, графики. Здесь мы видим жирным шрифтом выделены темы, а вот эти вот круги цветные с темами — это уроки. Урок состоит из карточек. То есть мы заходим в урок, мы видим 3 примерно карточки, в каждой карточке по несколько заданий. То есть кружочек урока у ребенка завершается тогда, когда он прорешивает все 3 карточки. Разумеется, при прорешивании карточек система фиксирует все его, получается, ошибки. Но я вам покажу, как делать с лабораторией. Это задание повышенной сложности. Переходим в нее, в лабораторию. И нам необходимо, получается, задания, города и дороги. Давайте сейчас вместе с вами его порешаем. Давайте, кто из вас будет добровольцем и пойдет к доске порешать данное задание. Давайте смелее. Нужен 1 доброволец. Можно не открывать Лаборатории, да? Мы работаем. Да, вы можете сейчас не пользоваться ноутбуком, вы сейчас работаете со мной. Давайте, 1 доброволец. Кто пойдет порешать к доске? Ничего сложного, ничего страшного. Задача на территории очень интересная. Давайте вместе все. Сначала Не стесняйтесь. Заодно получите работать с интерактивной доской тех, кто еще не пробовал. давайте вместе разберем задачу. Давайте я что ли пойду. Давайте. Так, я тогда еще на картинке нарисованы города и дороги. Сколькими способами можно проехать из А в С через Д? Ну, считаю. 1 способ я вижу, через эту же дорогу 2, теперь 3. Теперь сюда пошло 1, 2, 3. Ну, 6, я скажу, вот такой ответ. Вводим, да? Давайте попробуем физику показать клавиатуру. Тогда, наверное, быстро это сделаю. Что, давайте еще раз нажмите. 6 нажимаем. О, вот. Угу. Все, система обязательно хвалит. Теперь нажимаем кнопку. Это уровень посложнее, уровень 2. Причем, кстати, если ошибаетесь, видите, у нас тут есть такие 3 лампочки. Карточка будет считаться не пройденной, если там 3 ошибки. То есть иногда можно немножко ошибаться, это не будет не особо считаться, потому что задание повышенной сложности. Тут, скажем, даны, как в каких-то там, допустим, играх, прямо как 3 жизни. То есть вы можете 3 попытки неудачные иметь, но не будет считаться, что вы очень серьезно ошиблись. Давайте тут тоже попробуем. Ну, здесь мы едем из А в С через Б. Тут уже побольше нарисовано, но давайте уже думать логически. Здесь 1 дорога, и здесь еще 4, то есть 4 кладем, да? Здесь 2 дорога, еще 4, еще плюс 4 будет. И таким образом у нас 1, 2, 3, 4, 5, раз по 4. Ну, я тогда бы ответила, наверное, 20. Все, правильно, спасибо. Присаживайтесь. Есть, конечно, задачки более сложные. Просто я являюсь гуманитарием, я не рискую вам показывать более сложные задачки, честно вам скажу, но вы можете, разумеется, найти. Есть задачи, которые я тоже не могу решить, особенно олимпиадные. Следующий формат.
Третий, тоже классический, абсолютно который используется вами, это проверка домашнего задания, но уже более точечное, то есть вы можете уже более подробно обсудить его с теми учениками, потому что у вас находится лишь станция, лишь половина или даже меньшая часть класса. Следующий формат, четвертый. Давайте посмотрим олимпиадное задание. Пока я вам включаю олимпиадное задание, как это делается, я вам сейчас покажу. То есть переходите в главную и задач, прошедших олимпиад. Здесь справа очень полезная штука, это фильтр. То есть олимпиад у нас уже было очень много, чтобы не потеряться. Нам нужна олимпиада по математике для средней школы. Вот она показана как корень из n. Выбираем фильтр. И вот она у нас тут же уже отсеялась. Есть очень интересное задание за прошлый год, насколько я помню, за 6 класс. Давайте мы тоже нужен один доброволец. Кто придет? Давайте у нас кто-нибудь новенький пойдет. Ну, я понимаю, вы на самом деле, конечно, активный учитель, но точно никто не хочет пробовать. Ну ладно, давайте основу. Так поняла, что мне лучше записывать без того. Вот, задачка небоскреба. Это отличный пример задачки на так называемые метапредметные компетенции, когда сразу в одной задачке есть несколько, так скажем, совмещается видов деятельности. То есть, чтобы решить эту задачку, нужно еще обладать и хотя бы немножко навыками пространственного мышления. Так. На улицах нужно расставить многоэтажные дома. Сначала пройти обучение, а потом приступать к задаче. Маем только что начать. Мгм. Так, это улица с 3 домами. Жми дальше, чтобы посмотреть на улицу с обоих концов. Так. Раз. Угу. Напиши, сколько домов видно с этой стороны. Ну, 1, да? Дальше. Угу. Так. Ну, а с той стороны будет 3 уже дома видно, потому что как бы они там тут расположены. Так. Задачка. Переходим, да? Девочки, задачка. Секундочку. Ну, давайте что-нибудь посложнее. Я показал демонстрационный и вошел в спрей. Возвращаемся. В каждую клетку перенеси дом. Числа указывают, сколько домов должно быть видно с данной стороны. Дома в рядах не должны повторяться. Так, ну давайте. Нужно перенести дом, а получается, я должна Они Небольшая подсказочка. Вот эти вот 5 стоят уже правильно. Ну, то есть это понятно. Да. Здесь должен быть переносить дом, то есть сюда я могу поставить только маленькие домики. Вот что с этой стороны был виден 1 дом. Значит, с этой стороны должно быть видно 2 дома, я могу сюда какой-то поставить, ну так, для примера, знаете, двухэтажный, да, а потом вот. Значит, с этой стороны теперь 21, все хорошо, сюда пошли сначала. Здесь 2 дома, да? Здесь должно быть 2 дома сюда. Значит, сюда нужно поставить маленький какой-то, я его покажу. Здесь 2 должно быть. Видно, сюда тоже какую-нибудь малышку. Малышку поставить. Ну, вот, например, 3 поставить. Например, так, теперь здесь должно быть видно, а здесь должно быть видно 4 дома. Раз, два, три. Я, в принципе, могу сюда. А сколько да, могу поставить?
5, тогда поставлю 4. Должны так повторяться. Ага. Вот сюда, Ну, сейчас вот мы сюда тоже. Вот я вижу, да. Сейчас мы перестанем. Значит, смотрите, вот тут получается у меня уже 2 дома. У меня вот этот получается лишний, да? Я его могу даже лишний? Вот интересно. Они убираются? Да, убираются. Вот так, ну, что-то не закрывается. Что-то я не даже. Ага. Ну, короче, не получается. Да, красным нашли, Да, здесь как раз, синяя да. хорошая. Значит, девочки, а нельзя здесь, получается, почему? С этой стороны должно быть видно 2 дома, вот оно 2, да? А с этой стороны должно быть видно 4 дома, а у меня с этой И стороны... 5 стоит. Ну, Подожди, подожди, 5 я убрать не могу, 5 уже стоит. У нас 2 дома трехэтажных. Так, какую смотрим линию? Эту или эту? Вот эту линию смотрим. Вот они 2 дома, их видно отсюда, эти 2 дома. У вас дома должны повторяться. У нас Третий. Вот здесь я А поняла. 3 правильно Всё, стоит. девчонки, я поняла, спасибо Потому что большое. пока Вот так 3 вот, да? правильно там Вот. стоит. Вот здесь у нас пошло 4. Так, мы же вот отсюда же решили, да? 3 должно быть видно здесь. Тогда получается, мы пошли вот сюда, нам нужно еще один, да, поставить номер. И здесь как раз будет видно 2. А они не должны повторяться. Вот эту троечку поставить сюда. Не-не-не-не, иди сюда. Нет, 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 нет. Вот сюда поставим, да? Так, теперь пошли. Отсюда должно быть видно 2 дома. А у меня видно 1. Тут у меня только 1 могу вот так поставить. Ой. Держись, друг. Чу. Так, тут 3 должно быть видно с этой стороны, но тогда тут надо поменьше. Можно с большого С большого, да, начать, Да. конечно, было бы удобнее. Тогда вот эта единичка, да, потому что иначе за нее будет ничего не видно, получается. Ой, держи. То есть сюда, вот так, да? Ну тогда 2, 3, 4, тут по-другому никак. Нет, нет. Может, я сильно пальцы раскрою, можно так, вот так. Я уже как раз одним пальцем. И 4. И кажется, это очень интересно вот так вот переставлять. Но вот эта тройка у нас опять, получается, повторилась, да? Все-таки вот эта тройка, например, тут никак не хочет у меня стоять. Ну, оставлю его сюда, да? Так, ну что, девочки, вот... Ага, а то это будет очень долго. Да, что это вот долго, это олимпиадное здание, то есть оно рассчитано на то, чтобы ребенок его решал, получается, дома. Вот, в своем, получается, комфортном ритме. И, в принципе, большинство олимпиадных заданий для всех классов выполнено в таком стиле, комбинируя, скажем, межпредметные стили. Здесь из пространства воображения довольно, в принципе, сложно. Но хотя те, кто решает судоку хорошо, они, мне кажется, такое могут решить совершенно спокойно. Вот, можете после нашего семинара уже зайти в эксперименты учителей уже из интереса, получается, его дома дорешать, посмотреть. Потому что, ну, в целом, я вот сам первый раз его решал, потратил, наверное, минут 25, потому что тоже вот смотрел, как оно должно, получается, стоять. Следующий формат, кстати, тоже работает в своей аудитории, это формат работы тренировка. У нас по некоторым предметам, по некоторым темам есть в конце темы раздел под названием тренировка. То есть, когда система накидывает ребенку однотипное задание, которое удобно, да, пожалуйста, присаживайтесь, которое ученик может прорешивать тоже перед доской, получается. Но сейчас уже в этот раз никого вызывать не буду, просто более подробно покажу. Давайте посмотрим алгебру 7 класса. Буквенные изображения.
свойства степеней. И вот видите, карточка под названием «Тренировка». Тоже выполнена в таком интерактивном стиле. Ее рекомендуется использовать под конец урока, скажем, если наоборот станция у нас с вами последняя, для того, чтобы уже как-то вот под конец порадовать детей и подписать материал. То есть нужно, чтобы наш персонаж добрался направо к принцессе, и нужно выбирать равное выражение. То есть вот у нас основное. Давайте, помогайте мне. Куда мы пойдем? Угу. Отлично. Теперь куда мы пойдем? Вот сюда пойдем. Так. Сюда. И сюда. Все, нам показывается анимация. Что у нас тренировка прошла. Хорошо, все верно. Также наверху есть, давайте сейчас еще раз, сложность преувеличивается немножко, или уже по-другому. Давайте попробуем ошибиться. Видите, наверху есть 3 попытки, 3 жизни. Давайте попробуем пойти неправильно. Красное, видите, оп, у нас убавилось. Теперь, получается, пойдем правильно. Сюда, получается, да. Сюда, 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 и сюда. И так вот можно, комбинируя разные примеры, под конец урока вызывать учеников к доске, чтобы они закрепляли материал по таким вот, получается, делам. Тоже такой интересный раздел повторения. И последний, 6-й вид активности, который я могу предложить, это если станция, то есть уже пришла с компьютеров, те, кто поработал уже с платформой самостоятельно, вы можете сразу открыть статистику, посмотреть, какие ошибки они допустили, и в конце урока с этой станции разобрать ошибки, допущенные на платформе. Так, что ж, думаю, наши 20 минут прошли. Сейчас давайте мы с вами станция 1, станция 2 поменяемся ролями. Давайте подумаем, как с вами это сделаем. Мы можем поменяться прямо местами, либо я могу просто сдвинуться к вам поближе, чтобы вас не двигать. И вам, в принципе, вот задним рядам хорошо видно, что здесь происходит, или не очень? Хорошо видно. Все, давайте сейчас тогда сделаем по-другому. Теперь станция 1 у нас, пожалуйста, дайте мне другие пароли. Теперь я раздам вам. Выходим из личного кабинета учителя. Справа нажимаем на свой аккаунт и нажимаем кнопочку «Выйти». И по данным с этого листочка заходим в виртуальный кабинет ученика. Да. Когда зашли в свой кабинет ученика, там выбираете алгебру и начинаете в своем темпе самостоятельно, как ученики, которые будут заниматься по своей индивидуальной траектории, выполнять задания. Теперь станция номер 2, которая работала уже сейчас самостоятельно, у нас там еще вторая половина идет урока. Давайте сейчас посмотрим статистику. Вы можете уже начать проходить, можете начать решать. Там алгебра у вас. Все, и начинаете проходить буквенные выражения. Смотрите, у вас да. То есть динозаврик, он подсказывает. Нет, он вам подсказывает. Видите, остальные заблокированы замочками. Да, пока не пройдешь. То есть это реализуется последовательность, ребенок не может на полпути бросить тему, которая ему не дается. Пока он ее с помощью бесконечных подсказок не прорешает, он вперед не двинется. Смотрите, станция номер 2, которая решала у нас самостоятельно, нажимаем на статистику урока. И вот видим, думаю, вы, наверное, примерно помните, кто кем был, там было какое-то виртуальное имя, фамилия написаны.
Вот видно, кто сколько минут потратил, показано, сколько заданий решено и сколько ошибок было допущено. То есть можно очень, так видите, структурированно, понятно, прямо в ходе проведения урока определить. То есть у нас, вот, например, ученик под названием Масарева Саша решала 7 минут, решила 16 заданий, что весьма много, но допустила при этом 2 ошибки. То есть, скорее всего, ученик торопился, решал, и вот можно с ним поработать, проводить вот 2 ошибки. Сейчас чуть вниз подмотаем. И по тем ошибкам, которые они допустили, в такой краткой таблице, пока урок идет, потому что сейчас запустил урок для станции номер 1 по тем же аккаунтам, которых сейчас решали вы, потом можно будет посмотреть те ошибки, которые допустили. Вот одна из вариантов активности, которые вы проводите в станции после того, как не посидели за компьютерами, вы разбираете те ошибки, которые они допустили, в конце урока закрепляете материал. Ну, у следователя тоже есть стандартные такие активности, как провести проверочную работу, стандартные системные листочки, и начинаем уже классически. Можно проверить домашние задания в это же время, или же, как вот, сейчас подскажите, вот, пока вот я со станцией номер 1 работал, вы смотрите фоном или вы решали задания? Чуть-чуть, да? Давайте сейчас я вам покажу, что можно со станцией, которая уже поработала на компьютерах, можно тоже поработать с помощью ручных, например, порешав задания из лаборатории, задания повышенной сложности. Пока я включаю задание, пожалуйста, выберите из себя одного добровольца, кто пойдет на стену. Не стесняйтесь, пойдемте. Поработайте с интерактивной доской. Так, выбираем курс алгебра. Здесь мы видим 2 позиции. Видите, есть статистика, то есть вот ученик, видите, у нас кто-то сидит. Вот прямо сейчас ваши коллеги решают задание, и мы видим, уже появляется прогресс. Видите, прогресс в процентах, дата последней активности и тема буквенные выражения. Вы видите, уже есть 2 пройденных, получается, урока, и некоторые уроки проходятся уже в онлайн режиме. Показано, что сейчас над ними дети работают. Но основное, что нам нужно, это вот этот подраздел программы. Тут мы видим линейку, то есть предмет, алгебра. Нет, калиброван. Линейка классов, то есть можно выбрать по алгебре и по другому предмету любой класс, например, любого класса. Мы находимся в 7. Нам необходимо выбрать пункт лаборатория. Это задание повышенной сложности. Выбираем. И давайте здесь посмотрим задание под названием «Города и дороги». И давайте вот посмотрим уровень 1. Попробуем решить его с помощью интерактивной, получается. Итак, приступаем. Пожалуйста. Получается, нарисованы 4 города А, Б, С, Д и дороги синей и красной линии. Какими способами можно проехать из А в С? Через D. Через D, да? Ну, очевидно 6, да, получается. До D у нас 2 пути, и из D 3 еще до С. Вписываем ответ 6. Если ответ тут же правильный, система тут же обязательно хвалит ученика за то, что он все правильно, хорошо прошел. Теперь давайте пробуем посложнее. Давайте сразу в уровень 3 переместимся этого задания. Через D и D. По сути, то же самое. Снизу 6, сверху 5. 26. Великолепно.
давайте, если позволите, я не буду вас отпускать, сразу с вашей помощью мы порешаем еще и олимпиадные. Порешаем? Давайте попробуем олимпиадные задачи. Мы тут даже немножко возьмем на класс пониже, чтобы уже было, скажем, ту же самую задачу, которая решала станция 1, которая в себе совмещает две предметные компетенции. Она похожа одновременно на судоку и одновременно требует от ученика уже потихонечку работать с пространственным воображением, что ему поможет в старших классах на геометрии. Для того, чтобы войти в задание олимпиад, мы с вами ищем пункты, задачи прошедших олимпиад. Переходим сюда. Здесь будет очень много олимпиад, поэтому сделаем удобный фильтр, чтобы найти нужную олимпиаду. У нас интересует олимпиада по математике, она изображена пиктограммой корень из n. Выбираем этот фильтр и видим уже олимпиады по математике. Искомое здание находится в олимпиаде 2018 года в 6 классе. Видите, есть задание основного тура. Вот их много. И тут нужно посмотреть еще задачи пробного тура. У нас интересует задача основного тура под названием небоскребы. Итак, ну что ж, можно приступать, начинать задачу. Многоэтажные дома. Квартиры чего? Дальше. Быстрее, быстрее. То есть система сначала научила ученика, как решается задача, то есть показала механику, и сейчас уже дает саму задачу. Суть понятно, то есть нужно расставить дома, вот эти цифры означают, сколько домов видно с этой стороны. Да. Тут же сразу подсказка, что 5 пятиэтажек расставлены уже верно, то есть их, которые стоят, уже можно не двигать. То есть нужно как-то расставить остальные. Малые дома должны повторяться, да, значит, что если есть одна пятиэтажка, то вторую ставить еще. Да, то есть сюда, вот, сюда или сюда мы уже вторую не поставим. И то же самое так распространяется на все остальные виды домов. Я могу сразу дать подсказку, лучше начинать с крупных цифр, то есть там идет 5, потом будет 4. Пробуйте вот тут начать расставлять. Ну хорошо. Так, получается, эти движения готовы. Четыре этажа надо ставить. 4 этажа надо ставить. Вместо единички надо 4 этажа. Сюда прописать. Смысл? О, снова выскочила эта великолепная штучка. Сейчас я ее уберу. Да, то есть, Час 31 уроку. Нет, я сегодня не успею. чтобы дома не доходишь. Первый ряд уже 5 домов. Расставим действительно. Что на первый ряд? Первый ряд, где у тебя 3 дома должно быть, ты 1 этаж поставь, или 2. В нижних нам ряд какой? Сверху которого Чтобы все были. Все понял. Все-таки пошли в большего. Нас меньшего как бы. Ничего. верхний угол тоже можно. 5-3, если тут 3 видно, получается 5-4-3. Можно быть. Допустим. Так, эти целые 3 видно. И оттуда отряться не должны, значит, 2 1. Просто даже в Днепрове, который у нас на рамках смотрите, уже научные как посмотреть.
Два этажа поставить. Сюда. Ну, допустим, если 2 поставим здесь, потому что 4, 3, 1. Единица здесь уже есть. Трешка. Тут все есть. Поставить четырехэтажку Двойку на оттуда квадрат. убери, а единичку поставь. Нет? Что убрать? Наоборот, потом отсюда будет меньше. Можно по 3 говорить. Проверим, работает ли кнопка. Кнопка работает, все хорошо. Там можно четвертый. То есть в центре центральный ряд и четвертый. То есть наоборот поставить. Не 2, 3, 4, 1, 2, 3. 1, 2, 3. А они повторяются. Вот в центре центральный ряд четвертый. Понял? Здесь видите 2 единицы, и тут 2 единицы повторяются. Они подсвечиваются красным. Мы правильно ставим. 2, допустим. Если тут будет, четверка тут тоже есть. Туда мы тоже поставим. Повторяются. Надо центральный ряд поставить. Где четверка? Вот я сначала четвертую. Нет, задний ряд, это задний. А четверку нарисовал. Цифра 4. Ты же можешь тут Все. Значит, придется ставить 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 4. Там уже есть, получается, 4, 2, 1. Perfect. Дальше. Единственное, туда поставить. 4 и 3 можно поставить, нет? Сюда? 4 и 3. А после пятерки вот сюда дальше 4 или 3? Нет, с другой стороны. Тот же ряд, который с тобой, да. 4 и 3, у тебя там будет видно 3 дома. Там будет тоже 3 дома, двойку не будет видно. 2 и 1. С той стороны у тебя должно быть видно 3 дома, то есть четверка, пятерка видна, тебе надо что-то еще поставить. Ну, двойка, допустим, свободно. Там посмотрим. Здесь 2 видно. Тройку, значит, ну, Тройку можешь поставить, да. Нет, другой. Да. Там 2 дома, там четверку можешь поставить. Сюда ничего не надо ставить. Тут 2 дома не видно, 3, 5, все. Четверку поставим, 4, 5 видно. Ну да, четверку поставишь, будет видно четверку и пятерку. Наверх, тройку. Тройка. Наверх. Тройку можешь поставить туда, там тройки нет. И там тройки нет, Единичку. да. Там 3 дома должно быть видно, 4, 5, да, и тройка. Всё. Готовы нажимаем? Верно. Все. Нужно же поаплодировать. Такое решение. Смотрите, это, можете садиться, спасибо большое. На примере данной, получается, задачки я вам продемонстрировал олимпиадные задания, что они, как еще раз повторяю, комбинируют в себе несколько предметов. Во-вторых, они оттачивают какие-то нестандартные варианты решения. И, в принципе, детям их порой очень интересно решать. Поэтому бывшие задачки из прошедших олимпиад очень удобно использовать на уроке, если детям показать что-то интересное и что-то вот такое опережающее немножко. И в целом, кстати, если интересно следить проверочным данным задачи, тогда что-то максимально интересный, интерактивный и красивый. То есть вот один из таких вариантов, такой может быть активность на станции, которая уже поработала с компьютером. Что ж, я думаю, у нас примерно образные 20 минут прошли. Что ж, давайте тоже у нас станция 1 закончит работу.
И сейчас посмотрим статистику. Я нажимаю «Завершить урок». И выдается экспресс, получается вот такая статистика. Кто сколько, получается, решал, сколько заданий каждый ребенок экспресс решил и сколько ошибок допустил. Сейчас посмотрим более подробно по каждым ученикам. Для этого нам нужно зайти в, получается, предмет, в алгебру. И здесь у нас тут же, видите, статистика. Тут показано по каждому ребенку прогресс его, который он прошел в процентах, до последней активности. То есть вы можете отслеживать, какой ребенок забросил платформу, не решает. Тема, которую он сейчас решает, там видите, дальше вот линейки, дальше там будут линейные уравнения. И видите, зелеными кружочками показаны уроки, которые ребенок закончил, он прорешал. И синими, видите, тут по мере заполнения показано, что находится прямо сейчас в работе. То есть вы можете посмотреть, что, например, Савельев Антон почти что закончил у нас 3-й урок из буквенных выражений. Внизу, сейчас давайте попробуем зайти вот в ученика первого. Тут же показана у нас статистика личная. Во-первых, показана фамилия, имя, логин, пароль, занимается по программе какого класса. Если вам кажется, что у вас ученик опережающий, вы можете не для всего класса поменять программу, а только для этого ученика поставить программу, например, на класс старше, или если ученик не справляется, на класс младше. То есть вы можете весь класс не под одну гребенку поставить им программу 7 класса, а разбросать каждому индивидуально по классам разные программы. То есть у вас первые там 3 отличника, которые идут в Академию наук в будущем, они пусть вас уже решают, допустим, программу 8, там, 9, например, класса, и их это не останавливает. Вот, видите, кнопочка «Изменить», и вы выбираете программу, можете там повысить, понизить, и сохраняете, и ученик будет уже решать по этой программе. Вот смотрите, есть график, то есть показано по датам, когда последний раз ребенок приходил, вот видите, подмечен предмет синим цветом у нас алгебра, у нас только по алгебре ученики решали, у нас только одна, получается, тут кривая. Видно, что вот у нас 12 сентября утром начал решать задание. И так будет видно, разумеется, по всем ученикам, когда решал. И обязательно вот личный прогресс, то есть и обязательно расшифровка, то есть синим цветом урок проходится, зеленым пройденный урок, белым не пройденный, и серым помечены уроки не обязательно к прохождению, это, как правило, дополнительные задания. Если ребенок прорешал уже этот курс, но пока что еще вы не торопите его переходить на курс старше, он может еще факультативно порешать задачки на повторение. Очень помогает, кстати, порой перейти к новой теме. И, скажем, предверсию олимпиадных задач, тут буквально обычно от 6 до 7 до 10 уроков бывает, которые может ребенок прорешать. Также внизу можно посмотреть активность по дням. То есть какой день, что он решал. 12 сентября он потратил 29 минут, прошел 11 карточек, 50 заданий было решено, из них одно задание было решено с ошибками. И вот статистика по всем видам заданий. То есть какая карточка, сколько он потратил, без ошибок. И вот с составлением буквенных выражений видно, что допустил одну ошибку. То есть эта тема у ребенка, видимо, немножко провисает. Если тут, например, было бы 4 ошибки, то уже можно говорить о том, что, скорее всего, к этому ученику можно сказать: давай мы с тобой позанимаемся буквенными выражениями, потому что я вижу, что у тебя в этом плане есть небольшие проблемы. Итак, вот по всем пройденным, получается, темам вы видите подробнейшую, получается, статистику. Можете сразу кликнуть, и он перекинет на ту карточку, которую решал ребенок, чтобы наглядно посмотрели, что же он там решал. То есть вот полностью такая статистика. Что ж, на этом я хочу нашу техническую часть немножко завершить.
и сказать вам, наверное, в заключение первое спросить, какая вам больше станция понравилась? Станция самостоятельной работы или станция работы с учителем? Вот кому? И та, и та. А есть какие-нибудь, может, другие мнения? Может, у кого-то есть какие-то вот замечания? Кажется, что можно как-то дополнить, например. Ну, хорошо. Смотрите, цифровую школу, вот этот проект, мы придумали, разработали. Теперь вся надежда на вас, потому что именно вам, учителям, наши наработки, разумеется, связаны с вашими изменениями, с нашими советами, которые мы с вами сегодня рассказали, внедрять, вводить в школы. Программа у нас рассчитана на год, вот, цифровая школа, и получается в ходе этой программы у вас будет куратор программы, его зовут Александр Клименко, его контакты сейчас мы вам дадим. Спасибо большое за внимание, спасибо большое за участие. Можно поаплодировать своим себе за то, что все так было хорошо. И давайте по нашей старой доброй традиции в конце нашего семинара, с вашего разрешения, сделаю с вами фотографию на память. Что ж, давайте мы все с вами улыбнемся, что-нибудь покажем. Давайте активнее, активнее. 3, 2, 1. Чтобы всех было видно. Все, спасибо. Так, контакты. Сергей сейчас. Я хотела еще спросить вопрос насчет пароля и логина. То есть там, если ученик забыл логин или пароль, я могу распечатать логин и пароль и обратно. Свои классы, там по всем ученикам один пароль. Очень просто поменяется, номер школы. А вот пароль, он если он забыл, смотрите, можете говорите в WhatsApp, пароль, потому что нужно будет общаться, но не может быть, он не прочитает. Так, отправляете рисунок, получается. Желательно не вклеивать, это делается. Он, кстати, не открывает, нравится пароль, можно поменять. В этом плане все очень легко. Итак, коллеги, давайте запишем все номер телефона и почту руководителя проекта Александра Клименко. Можете сфотографировать, можете записать. 8 925 8 925 261 68 75. Александр Клименко. А если вы поняла почту? Почта Клименко @учи.ру. Клименко @учи.ру. Я могу еще раз продиктовать. Ну просто вспомню. Если будут какие-то пожелания, замечания, обязательно пишите Александру. И по итогам уже проекта, то есть в мае, когда мы будем подводить итоги проекта, у вас обязательно будут благодарственные письма за участие в проекте и за активное участие в проекте. Так что все в ваших руках. Обязательно попробуйте провести уже на следующей неделе или неделю вперед, да, этот урок, цифровой урок с вашими учениками. Я думаю, обязательно понравится. Спасибо.
Не приходится тот час, каждый час помнить, что я отвечаю, что я это забываю. Они же по 16 Нет, подожди, ну если же они... Я, например, не прихожу на сейчас, они до 4, хотя делать только 20 карточек. Больше надо, мне кажется, не больше сделали. Тогда мне надо сидеть и нажимать каждый час. Неудобно. Я с ними договариваюсь, ребята, я так это важно, потому что мы не забываем. Я